ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Вторник, 9 утра. Остается совсем немного времени до начала сдачи самого массового предмета ЕГЭ – русского языка. Более 90% школьников России проходят испытания в этой категории. Также этот предмет является одним из обязательных для получения школьного аттестата. В Ухте, как и в других городах, организованы пункты проведения экзамена на базе школ. Например, в 16-й по спискам должно прийти 95 человек. Вначале на входе обязательная регистрация, а и затем минуты ожидания и мандража. Волнительно, конечно, все. Ну, потому что это как бы сложно, это этап жизни, который дальнейшую судьбу нашу выбирает, определяет, да. Мне, наоборот, интереснее, когда много людей. Вот. Ну, как бы, даже чувствуется, наоборот, вроде все боятся, и вроде все поддерживают друг друга одновременно. Настроение боевое, я, конечно, волнуюсь, но не зря же я год готовилась к русскому языку, чтобы наконец-таки его сдать на хороший высокий балл. Для меня русский язык – это мой родной язык, который я должна хорошо знать, и сдать его тоже должна хорошо. Зарегистрированных участников сопровождают в аудитории. В 16-й школе их организовано 8, в том числе 1 для людей с инвалидностью. Видеонаблюдение, с собой паспорт, черная гелевая ручка, никаких справочных материалов, телефонов и так далее. За 10-15 минут до старта начинается инструктаж по правильному заполнению бланков и процедуре сдачи экзамена. Задача организаторов донести все верно, но не только. Наверное, в самом начале настроить детей из себя, чтобы они не волновались, чтобы у них не было никаких трудностей, препятствий, волнения, чтобы не было. Мы не пишем, но мы тоже ответственны за их результаты. Как мы себя будем вести, так и они настроятся. Ближе к 10 часам с помощью специального ключа получают доступ к заданиям. Их выдают в каждую аудиторию на носителе и уже на месте распечатывают. В этом году распечатывают как само задание, так и бланки для ответа, они черно-белые, односторонние. ЕГЭ по-русскому делится на несколько блоков. Первая часть – более 20 заданий с кратким ответом на проверку знания правил и норм языка. Вторая составляющая более открыта. Она предлагает участнику проверить умение формулировать мысль. Это, как правило, сложнее. Вторая часть, наверное. Потому что там требуется свою точку зрения высказать, требуется дать полный развернутый ответ. Поэтому, к сожалению, вот с этой частью, как показывает практика, не совсем. На экзамен отпущено 3 часа 30 минут. Для людей с инвалидностью это время увеличено на 1,5 часа. После сдачи работы сканируют на месте и отправляют в электронном виде в региональный центр, а затем в федерацию. Результаты ЕГЭ 2018 по русскому языку станут известны не позднее 25 июня.